На церемонии послания главы республики чествовали и тех, кто делает Башкортостан лучше. Мы разыскали людей, которых ставили в пример и для кого звучали аплодисменты. Анастасия Ильчебаева продолжит. Сейчас загружено сильно. Транспорта много, легковых много, автобусов много. Надо ехать по своей отведенной полосе. Полосу для себя он определил давно и почти за 40 лет ни разу с нее не сошел. Первый раз за руль автобуса Рамзиль Вахитов сел в 82-м, а последние 2 десятка лет возит пассажиров Башавтотранса. За это время он не совершил ни одной аварии, разработал свой свод правил. Резко не тормозить, если подрезает, не отвечать, всегда ждать, пока пожилые пассажиры заберутся в автобус, и помогать мамам с колясками. Коллеги уходят и приходят, а вот он не готов выпустить руль из рук. Потому что тянет. Автобус есть автобус. Но это с молодости уже вот, любовь осталась такая. И все, с тех пор и работаю здесь. Я и раньше приходил сюда, когда дядя тут работал, смотрел на эти автобусы. В то время еще и карусы были. Интересно было. Интерес техники. Каждый мужчина технику любит. И сама работа держит всегда в седле человека. Рано встаешь, поздно приходишь. Мужчина должен зарабатывать. Сегодня он тоже встал рано, в 4 утра, но не на работу, просто привычка. Из водительского сидения в кресло Конгресс-холла, где зал аплодирует в его честь. Рамзиля Вахитова, как пример профессионализма, привел Ради Хабиров. Спасибо вам. Точно так же смущенные своего кресла вставали остальные герои послания главы Башкортостана. Не привыкли к такому вниманию. Уж точно не ради него. Уезжали в Сибай лечить и успокаивать горожан врачи во время тления в местном карьере. Примером консолидации назвал это Ради Хабиров, когда певцы и артисты отправлялись поддержать горожан, а сибайские и уфимские медики работали рука об руку по 16 часов, не снимая белых халатов. Наш рабочий день начинался в 8 утра, включая в субботу и воскресенье. Мы работали практически каждый день до 12 вечера. Когда мы уже работали по обследованию, это было более 100 детей практически каждый день. Мы чувствовали, что в принципе наша работа там нужна и важна. Нам пришлось мобилизировать все свои силы. Люди были испуганы, и нам приходилось не сколько лечебной деятельностью заниматься, а больше психологической помощью. Нужно было больше с людьми общаться и помочь им справиться с этой ситуацией, в которой мы оказались, наш город. Лечить можно не только людей, но и экономику региона, развивая производство. Что общего между чешским карандашом Кохинор и Башкортостаном? Липа, выросшая в Кыргызском районе. В месяц из башкирских заготовок выходит 1 миллион карандашей. Ряд предприятий из республики уже пытались наладить поставки для чешского производителя. Но представленные ими образцы не устроили компанию, а Николай Порядин смог добиться качества. На это у него ушел год. В Чехии предъявляются очень высокие требования. Размеры должны быть до 10 долей. Делаются прорези для грифеля. Значит, в эти прорези закладывается грифель, накрывается, соединяется, склеивается вот таким образом, разрезается и выходит карандаш. Буква А, точка-тире, буква М, 2 тире. Но прославляют республику не только башкирские липы и предприниматели, но и молодые умы. Артур Шейхатаров разработал на основе азбуки Морзе приложение для общения слепоглухих. Я подумал, что нужно создать что-то интересное, новое, приложение, которое поможет многим людям. И именно тогда я вспомнил как раз историю из детства. В 7 лет я увидел передачу именно информации слепоглухих людей. Они прикасались друг к другу, и мне это сильно запомнилось. Сделать мир лучше для других однажды решили Вахид с Ириной. У них 3 своих детей, 2 усыновленных и 17 приемных. 15 лет назад, после неудачной беременности, они решили взять ребенка из детского дома. Чтобы прокормить большую семью, занялись бизнесом, в котором работают уже повзрослевшие дети. Они организовали в Благовещенске пассажирские перевозки. Не так давно стали победителями окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» в номинации «Семейное дело». Счастье. Я чувствую себя счастливой мамой. Я не только вот как бы проявляю к ним заботу, но я чувствую, как и они ко мне проявляют заботу. Потому что дети у нас определены, мы уже 8 свадеб сделали. Что кровным, что приемным детям. У нас одинаково все. У нас 4 внучки, 3 внука. Или наоборот. Тут несложно и запутаться. Они никогда не делили детей на чужих и своих. И поступали так, как велит им сердце. Так поступал каждый, кто сегодня поднимался в зале под аплодисменты. Они доказали, мир меняют простые люди с непростыми сердцами. Анастасия Ильчебаева, Артур Ханов, Виктор Миренков. Новости. Уфа.